Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». Сегодня с вами Елена Камалова. Я начинаю. Трамвайный парк необходимо обновлять. Как в Челнах планируют решить этот вопрос? В детском оздоровительном лагере «Следопыт» продолжается капитальный ремонт. Когда он откроет свои двери для детей, узнала Лилия Гатина. Спустя много лет снова сели за школьные парты. Челны приняли участие в акции «Татарша диктант». С некоторыми из участников пообщалась Эльмира Гайнудинова. Трамвайный парк, в отличие от автобусного, довольно ветхий. Об этом во время совещания с хозяйственными руководителями сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. По словам градоначальника, в этом году планируется обновление вагонов. Также он напомнил, вопрос с автобусами решен. В настоящее время их насчитывается 217 единиц. В силу определенных обстоятельств трамваи в городе Набережные Челны уже выработали давно свой срок. Так, из 100 трамваев на балансе предприятия «Городской транспорт» 66 единиц вышли на маршруты 39 лет назад. По словам мэра Наиля Магдеева, нормативный срок эксплуатации такого вида транспорта – 16. Есть расчеты и выводы специалистов российского уровня, которые эти данные представили, и мы понимаем, что трамвай в городе Набережные Челны должен не только жить, но и дальше развиваться. Это и сам подвижной состав, это и рельсовое хозяйство, или электрохозяйство, это 3 составные части. Но с чего-то нужно начинать. Поэтому Раисом Республики Татарстан принято решение об обновлении трамвайного парка. В 3 городах этот вид транспорта эксплуатируется – в Казани, Челнах и Нижнекамске. В Автограде только 34% трамваев находятся в нормативном состоянии, требуется обновления. Делегация Челнов во главе с мэром Наилем Магдеевым посетила в Минске завод по производству трамваев и троллейбусов. Готовы дальше взаимодействовать с нашими минскими партнерами в части обновления нашего трамвайного парка. Безусловно, это не маленькие финансовые ресурсы, но мы надеемся на финансовую поддержку со стороны руководителей республики, руководства республики. Так, один трамвайный вагон стоит 100 миллионов рублей. Для сравнения, автобус большой вместимости обошелся городу 18 миллионов. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны. Сжигать нельзя, грозит штраф. В Татарстане действует особый противопожарный режим. Он продлится до 11 мая включительно. В этот период запрещено сжигать сухостой, готовить пищу на открытом огне. Какие еще есть запреты, расскажем прямо сейчас. Сухостой даже может самовоспламениться в случаях, когда на земле оказывается предмет, способный сыграть роль линзы. В прошлом году первое возгорание сухой травы было зафиксировано 30 марта, в текущем 15 апреля. Всего на данный момент было уже 7 случаев. Основные методы профилактики весенне-летних пожаров – это опашка и прокладка минерализованных полос, своевременный вывоз мусора, очистка территории от сухой растительности, а также недопущение разведения костров. Особый противопожарный режим в республике действует с 25 апреля. До 11 мая включительно запрещено разжигание костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы, использование открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях, за исключением кафе и ресторанов. При невыполнении этих условий постановления, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности». Суммы штрафов на граждан и юридических лиц составляют от 10 до 800 тысяч рублей соответственно. Мэр Челнов также поручил главам районов провести работу по недопущению ЧП. Так им следует пригласить председателя СНТ, совместно с ними все решить. Если необходимо оказать помощь транспортом, окажите эту помощь. Транспорт можно заказать, нужно оплатить. Мусор, который растительный или иной собрался, его нужно вывести. Это потенциальный источник, откуда может прийти пожар в СНТ. По словам мэра, эту работу необходимо завершить до 1 мая. Тем временем сотрудники МЧС уже начали проводить рейды в садовые общества. Яна Вальдё, Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны.
На финишной прямой в детском оздоровительном лагере «Следопыт» продолжается капитальный ремонт. С ходом работ ознакомился партийный десант. Какие работы уже проведены и что еще предстоит сделать, узнала Лилия Гатина. Капитальный ремонт в лагере «Следопыт» проводится по инициативе Раисы Республики Рустама Минниханова. Лагерь был построен в 1988 году. Здесь давно требовался ремонт. Летом прошлого года начался демонтаж конструкций. Здесь ведь не только корпуса, здесь еще и коммуникации меняются. То есть то, что под землей находится. Да, это все у нас уже. То есть всю инженерию вы уже сделали? Да. На территории лагеря появятся новые помещения для проведения занятий, современные спортивные площадки, зоны отдыха и развития, а также в каждой комнате обустроят санузел. Со своим санузлом, со своим душем. То есть это хороший гостиничный номер для деток, да? Здесь, конечно, раньше такого не было. Лагерь обновится полностью. Капитально отремонтируют все 9 корпусов: столовую, медицинский блок, административное здание, прачечную и КПП. Вся территория будет огорожена забором, если будет свой КПП стоять. Тоже по требованиям безопасности обязательно. Видеонаблюдение, все будет выходить в КПП. КПП, кстати, тоже вот заложено во второй этап финансирования. В настоящее время работы в самом разгаре. Уже в июле лагерь начнет принимать детей. В настоящее время ремонт спальных корпусов готов на 97%. Здание столовой на 90% готово. Подрядная организация уже приступила к благоустройству территории. Все коммуникации, все поменято, все готово к эксплуатации. А что касается столовой, здесь ожидаются не только косметические изменения. По словам Полины Козловой, здание будет разделено на блок питания и образовательной аудитории. Можно будет стулья убирать, все будет складироваться мобильно и какие-то подвижные занятия проводить. То есть достаточно функциональная мобильная аудитория. Также вот И мастер-классы, и лекции, и театральные постановки, и какие-то разборы каких-то событий, кружки здесь. Да. Единственное, что максимум там 120 человек, но техническая возможность здания как бы такая. Стены несущие конструкции убирать нельзя было, объединять, поэтому максимально то, что могли, сделали. Ход работ капитального ремонта лагеря в ходе партийного десанта лично оценила депутат Госдумы России Альфия Кагогина вместе с коллегами республиканского и местного уровней. Мы ведем контроль над использованием бюджетных средств. Все стройки, реконструкция, новое строительство, капитальный ремонт, где задействован хотя бы один бюджетный рубль федеральный бюджетный уровень или региональный, все они под депутатский контроль, под парламентский контроль попадают. Поэтому сегодня мы вот в очередной раз на очередной стройке смотрим, как лагерь «Следопыт» наконец-то приобретает красивое лицо, и даже в июле мы ждем здесь первых новоселов. Стоимость ремонта оценивается в 870 миллионов рублей. Обновленный лагерь сможет принимать в одну смену более 500 детей. Кроме того, после обновления «Следопыт» планирует превратить в круглогодичную образовательную площадку для молодежи Татарстана. Хочу сказать, что строители молодцы, и которые организаторы, и архитекторы просто очень подошли душевно. И сегодня, если лагерь у нас в масштабах СУЛК принимал около 2000 детей, это сейчас вот на первом этапе, да, около 500, а дальше еще предполагается расширение, еще больше. Это все для здоровья наших детей, для их развития. Это же здорово, это наше будущее. Когда реализуются такие проекты, это еще раз подтверждает то, что наше государство, наша республика ориентирована на будущее, на детей, на молодежь, дает им возможность вместе собираться, заводить новых друзей, общаться, придумывать новые идеи, проекты, которые потом будут двигать нашу страну вперед. «Следопыт» станет 7-м и самым крупным лагерем республиканского центра. Лилия Гатина, Тагир Бекметов. Новости «Набережные Челны». А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием по предварительной записи 29 и 30 апреля в медицинском центре «Лекон Плюс». Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Телефон для записи 47 58 48. Новосибирский питомник предлагает смородину черную высокой урожайности с крупной сладкой и душистой ягодой, голубику садовую с ягодой крупной, как черешня. Урожайность до 25 килограмм. С 27 апреля по 1 мая. Торговый центр «Арзан».
Вы смотрите новости, мы продолжаем. Маленькая помощь сегодня, большая надежда завтра. Такого принципа придерживаются студенты, преподаватели и сотрудники педвуза Набережных Челнов. На протяжении нескольких лет они собирают гумпомощь мирным жителям Рубежного и Лисичанска. Им доставляли и продукты питания, и средства личной гигиены, и медикаменты. Сегодня они снова упаковывают коробки со всем необходимым. Какой состав груза сформировали на этот раз в материале Эльмиры Гайнудиновой? Это спортивный зал НГПУ, но можно сказать, что временно он стал цехом по сбору и формированию посылок с гуманитарной помощью для мирных жителей новых регионов России. Работа пока здесь кипит, как вы видите, студенты, преподаватели, а также сотрудники педвуза собрали все необходимое, что совсем скоро будет доставлено в Рубежный и Лисичанск. Как только в НГПУ объявили сбор о гуманитарной помощи, то все активно откликнулись. Поэтому буквально за несколько дней удалось собрать все необходимое. Шампуни, порошки, памперсы, зубные щетки, мыло, гели для душа и многое другое. Эта отправка стала юбилейной, 10-й по счету. Мы собрали средства гигиены для жителей Лисичанска и Рубежной. И надеемся, что жители оценят наших волонтеров, студентов, которые активно и принимали участие, и, соответственно, сейчас будут загружать эту гуманитарную помощь. В течение недели, как мы дали, так скажем, прозвучал призыв по созданию гуманитарной помощи, мы собрали порядка 40 коробок, это около 900 килограмм. А еще в каждой коробке пожелания. Добрые слова студенты решили написать на открытках, которые сами и сделали. Это коллаж из фотографий ребят, которые участвовали в сборе гуманитарной помощи. Студенты сами фотографировались и на задней части написали свои пожелания жителям Лисичанска и Рубежной. Например, на одной из открыток написано: «Мы, студенты НГПУ, собирали эти вещи и думали о каждом из вас и старались передать частичку своего тепла. И мы считаем, что добро не имеет границ». Римма Фасхудинова отметила, что сбор этой гуманитарной помощи особенно знаковый, ведь участие в формировании посылок принимали будущие учителя. Это не только наши будущие учителя, это те люди, которые будут заниматься воспитанием будущего поколения. И очень важно, что уже сейчас они своим примером говорят о милосердии, о доброте, о взаимовыручке, взаимопомощи. Вначале груз гуманитарной помощи доставят в распределительный центр Казани. Оттуда уже в Лисичанске и Рубежное. Планируется, что в преддверии 9 мая мирные жители получат посылки. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов. Новости. Набережные Челны. Все желающие могли принять участие в акции «Татарща-диктант». В этом году она проводилась в 11-й раз и была посвящена 140-летию Габдуллы Тукая. Творчество великого поэта имело большое влияние на развитие татарского языка, культуры и литературы. Акция «Татарща-диктант» у нас длится 3 дня. В первый день свои знания по татарскому языку у нас проверяют жители Республики Татарстан. Во второй день к ним могут присоединиться жители из других регионов России. Ну и в третий, в заключительный день, проверить свои знания по татарскому языку и написать «Татарща-диктант» могут жители из других стран. Одной из площадок по проверке знаний по татарскому языку стал лицей-интернат имени Гали Акыша. Во всех кабинетах писали «Татарща-диктант». Кто-то принимал участие в первый раз, а для кого-то это стало своего рода традицией. В первый раз принимаю участие в данной акции. Просто было интересно попробовать. Интересно, как это происходит. Я сама закончила татарско-турецкий лицей для девочек тут у нас в городе Набережные Челны. И несмотря на то, что учебные года уже позади, много лет уже прошло, решила принять участие. Вместе с нашими мамами наших героев, нашими выдающимися писателями, челнинцами вместе пишем татарский диктант. Очень важное и нужное мероприятие в нынешнее время, ведь сохранение татарского языка, популяризация татарского языка – это наша основная задача. Участникам предстояло написать отрывок из произведения Габдуллы Тукая «Бяхет». В роли диктатора выступал писатель Фахиль Сафин. И он выражал надежду, что все с диктантом справятся, ведь текст несложный. Но важная миссия акции – это сохранение татарского языка. Меня всегда радует то, что всегда полный класс приходит. Вот сегодня тоже, видите, сегодня текст Габдуллы Тукая «Бяхет», «Счастье». Я думаю, все хорошо напишут. Но дело не в том, что они получат какие-то оценки.
Главное, они объединяются. Все дети пишут в каждом кабинете сейчас диктуется именно текст Гаптулы Тукая. Также у нас есть гости, это у нас писатели нашего города пришли, также пришли родители, которые хотели присоединиться к данной акции. И также традиционно каждый год к нам приходят мамы, у которых сыновья погибли на войне. Впервые татарша-диктант прошел в 2016 году, и на сегодня акция объединяет участников из 31 страны и 74 регионов России. Эльмира Гайнудинова, Фанис Ихсанов, новости, Набережные Челны. Практично, качественно и, главное, доступно. В Набережных Челнах выставка-ярмарка белорусской обуви продолжает радовать челнинцев и гостей города широким ассортиментом. Кроме того, к новой весенней коллекции можно докупить зимнюю со скидкой 50%. Вас ждут по адресу улица Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир». Весна вступает в свои права, а вместе с ней челнинцев и гостей на белорусской ярмарке ждет большое количество новинок. А вот качество все тоже знаменитое белорусское. Представляем вам удобные туфли, которые заботятся о здоровье ваших ног. Благодаря продуманной форме носочной части обувь не давит на выступающую косточку и дает пальцам достаточно свободы для естественного положения. Гибкая упругая подошва снижает усталость стоп при ходьбе. Анатомическая стелька равномерно распределяет нагрузку и уменьшает давление на проблемные зоны. Удобная шнуровка позволяет отрегулировать плотность посадки и надежно фиксирует ногу. Спрос на белорусскую обувь очень высок. Разлетаются модели обуви быстро. Летом я летнюю обувь купила прекрасную, тоже на каблуках, комфортно. И хотя в возрасте прекрасно хожу. Как понравится, сразу делаешь. Обычно зимние покупаю, а сейчас летние. Удобно, конечно, только, наверное, легкая. Кроме того, здесь также можно приобрести зимнюю обувь со скидкой 50%. Вас ждут по адресу улица Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир». Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Елена Камалова. Хорошей вам рабочей недели. Оставайтесь на нашем телеканале.